актер в образе. Возможно, что в спектакле только по ходу действия, а на экране сразу же узнают его даже в далеком северном наследии. Дмитрий Ходулов, народный артист Советского Союза. Десятки ролей классического и советского репертуара сыграны им на якутской сцене. Из прожитых 50 лет 30 отдал он беспокойному странствованию от наслега к наслегу, от сердца к сердцу. И вот сегодня Ходулова чествует вся республика. Что ж, и впредь вам счастливой тропы, талантливый сын Якутии, каюр-пропагандист советского искусства. Попугаи живут сотни лет. Этот попал к Терентию Васильевичу в клетку на московском птичьем базаре. Но и он не видывал древних мамонтовых клыков, из которых Терентий Васильевич создает искусство. К народному умельцу Амосову тянутся юные, чтобы перенять и развить уникальное мастерство якутской резьбы по кости. Каждой зимой, в самую студеную пору, отправляются рыбаки якутского совхоза Кобяйской на озеро Ниткили. Вслед за рыбаками прилетают летчики. Назад улетают все трое. И рыбаки, и летчики, и караси. Всадник, промчавшийся. Так наш якутский оператор Никандр Савинов назвал свой кинорассказ о скульпторе и косторезе, члене Союза художников СССР Семене Афанасьевиче Егорове. А рассказ этот посмертный. Кинокамера сохранила нам это воспоминание, дописав собственный портрет художника
несколькими нечаянными штрихами. Он был быстр, как всадник, и как всадник торопил судьбу. Окончил Якутское художественное училище, выступал в театрализованных представлениях, 5 лет отдал учебе в Суриковском институте и создал десятки произведений, хранящихся во многих музеях страны и за рубежом. Таким запомнил он своих друзей, своих товарищей. Запомнили его промчавшуюся жизнь и они. С простейших опытов начинали 4 года назад сегодняшние дипломники факультета физики Якутского университета. Не впустую прошли эти годы. Ныне пятикурсники ведут научно-исследовательскую работу, которая имеет немалое теоретическое и практическое значение. Консультации и семинары, зачеты и государственные экзамены. Много хлопот и волнений им еще предстоит. А вот их преподаватели совершенно спокойны. Говорят, это добрая примета. Говорят, это бывает тогда, когда учителя верят в своих учеников. И здесь, в детской спортивной школе Якутска, все начинается с простейшего, с разминки. Но кому интересно топтаться на месте? Что не урок – новые упражнения, что не год – новый спортивный разряд. — 17 лет учит ребят мастерству Виталий Константинович Остроухов. Его главная заповедь – сделай сегодня лучше, чем вчера, сделай завтра лучше, чем сегодня. Мальчишки – понятливый народ. По всему видно, они не собираются топтаться на месте.
Долги и длинны дороги севера. И чтобы скоротать время, Каюр поет о том, что видит. Так повелось от века. Мелодия стара, как земля якутская. Но в каждом слове дыхание сегодняшнего дня. «Богата страна Аланхо», — поет Каюр. «Мудр народ Аланхо, и крепка его дружба с народами большой советской земли». Институт мерзлотоведения едва ли не единственный в мире. Здесь якутские ученые в содружестве с русскими решают проблемы строительства и механизации в условиях вечной мерзлоты, проблемы современной науки. В эти декабрьские дни, когда наша многонациональная страна отмечает 50-летие образования СССР, в Заполярье родился афоризм «Декабрь – месяц теплый». Благодаря ленинской национальной политике, политике нашей партии, Якутия создала и расширяет свою материально-техническую базу. Необозрима Якутия, неисчерпаемы ее богатства, трудолюбивы ее люди. Долги и длинны дороги севера. Согретая дружбой народов, Якутия в пути.